Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о правах людей с инвалидностью, о международных стандартах и о том, как эти нормы работают у нас в Кыргызстане. Это важная тема. Права – это не просто слова в законах, это реальные инструменты, которые помогают людям защищать себя. А профсоюзы играют здесь ключевую роль. Начнем с международных стандартов. Главный документ – Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью. Кыргызстан подписал ее в 2011 году и ратифицировал в 2019 году. Это значит, государство признало принципы конвенции и обязалось им следовать. Что же гарантирует конвенция? Во-первых, равные права для всех. Право на труд, на образование, на доступную среду, на информацию и участие в жизни общества. Во-вторых, она меняет сам подход к инвалидности. Не как к болезни или жалости, а как к вопросу прав человека и разнообразия общества. Не человек должен приспосабливаться к миру, полному барьеров, а общество должно становиться доступным и инклюзивным. Это принципиальный сдвиг в мышлении. Одна из главных статей Конвенции, статья 27, она посвящена праву на труд. Люди с инвалидностью имеют право работать наравне с другими, без дискриминации, в свободно выбранной профессии. Государство обязано создавать равные условия, справедливую оплату, безопасные рабочие места и защиту от дискриминации при приеме, переводе и увольнении. Очень важно понимать понятие «разумное приспособление». Это адаптация, которая помогает человеку работать наравне с другими. Пандус, лифт, адаптированное оборудование, переводчик жестового языка или гибкий график. Отказ в разумном приспособлении – это тоже дискриминация, потому что он лишает человека возможности реализовать свое право на труд. Теперь национальное законодательство. В Конституции Кыргызской Республики в статье 24 сказано: «Все люди равны перед законом, независимо от состояния здоровья», а статья 42 гарантирует право на труд, справедливую оплату и безопасные условия. С 23 января 2025 года действует новый трудовой кодекс. Он уточнил права работников с инвалидностью. Статья 9 прямо запрещает дискриминацию по признаку инвалидности. Работодатель не может отказывать в приеме, снижать зарплату или увольнять по состоянию здоровья. А теперь подробнее о специальных статьях, посвященных правам людей с инвалидностью. Статья 154. Реализация права на труд. Она говорит, человек с инвалидностью имеет право работать в обычной организации, специализированной или заниматься индивидуальной трудовой деятельностью. Главное, чтобы работа соответствовала индивидуальной программе реабилитации. Это документ МСЭК с рекомендациями по нагрузке и условиям труда. Статья 155. Квотирование рабочих мест. Если в организации 25 работников и больше, минимум 4% мест должны быть предназначены для людей с инвалидностью. Работодатель обязан создать эти места, адаптировать, оснастить, пересмотреть неполный рабочий день, если нужно. Это юридическая обязанность, а не рекомендация. Если временно нет подходящего кандидата, работодатель может принять другого человека, но при появлении кандидата обязан предоставить ему место в счет квоты. Квотирование – это не благотворительность, это равенство возможностей. Статья 156. Трудоустройство. Государственная служба занятости направляет кандидата на рабочее место, и работодатель обязан принять его на работу. Отказ без причины – нарушение закона, то есть человек получает реальную гарантию занятости, а не просто приглашение на интервью. Статья 157. Дополнительные гарантии при приеме. Работодатель обязан принять направленного кандидата. Испытательный срок людям с инвалидностью не устанавливается. Работодатель должен соблюдать рекомендации МСЭК. Режим работы, нагрузку, условия. Эта статья защищает от дискриминации на этапе найма. Статья 158. Гарантии условия труда и отдыха. Работодатель обязан создавать условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Это может быть надомная работа, обучение на производстве или адаптированное рабочее место. Закон прямо говорит, оплата, график и отпуск не могут быть хуже, чем у других работников. Для людей с инвалидностью первой и второй групп сокращенная неделя не более 36 часов. Рабочий день не более 7 часов. Для людей с инвалидностью первой и второй групп сокращенная неделя не более 36 часов. Рабочий день не более 7 часов. Сверхурочные
Ночные и работа в выходные только с письменного согласия и если нет противопоказаний. Командировки только по желанию работника. Работодатель может уменьшить норму выработки при необходимости. Это защита здоровья и достоинства человека. Командировки только по желанию работника. Работодатель может уменьшить норму выработки при необходимости. Это защита здоровья и достоинства человека. Статья 159. Перевод и увольнение. Без согласия работника переводить нельзя, кроме случаев, если МСЭК подтвердит, что старая работа вредна. При сокращении штата люди с инвалидностью имеют преимущество остаться, а в специализированных организациях приоритет независимо от квалификации. Увольнение по инициативе работодателя запрещено, кроме редких случаев, например, ликвидации предприятия. Эта статья дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Статья 160. Если инвалидность получена на рабочем месте, то работодатель обязан выделить или создать рабочее место. Если этого не делает, то он несет ответственность. Люди, работавшие в организации, сохраняют права на медицинское обслуживание, жилье и оздоровительные льготы. Работодатель может также по своей инициативе устанавливать надбавки и доплаты, оказывать социальную помощь. Это не благотворительность, а часть социальной ответственности бизнеса. Статья 161. Льготы для работодателей. Это мотивация для бизнеса быть социально ответственными. Компании, трудоустраивающие людей с инвалидностью, могут получать налоговые и иные льготы, предусмотренные законодательством. Вместе все эти статьи создают систему взаимных обязательств. Человеку равные возможности, а работодателю поддержку. Профсоюзам инструмент контроля и защиты прав. Роль профсоюзов здесь огромна. Они могут следить за исполнением закона, включить в коллективные договоры пункты о доступности, помогать обращаться в инспекцию труда или в суд. А главное, формировать культуру уважения и инклюзии. Когда законы работают на практике, выигрывают все. Человек получает работу и независимость, работодатель – ответственного сотрудника, а общество – справедливость и доверие. Права людей с инвалидностью – это не особая привилегия, это часть общих прав человека, право быть равным, уважаемым и услышанным. Спасибо, что посмотрели это видео. Давайте вместе добиваться того, чтобы права, записанные в кодексе, работали в реальной жизни, на каждом рабочем месте, в каждой организации. Потому что равенство начинается не с бумаг, а с наших действий.